Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. Вначале коротко о главных событиях. Ушел навсегда, высоко подняв осетинский флаг. Память о герое будет жить в сердцах и в песне, которую ему посвятил друг. Диалог культур. Представители ГТРК ИР принимают участие в форуме молодых журналистов в Санкт-Петербурге. История одного похищения. Артисты Ульяновского государственного театра юного зрителя покорили югостинских театралов. Состоялось заседание комиссии по организации похорон видного государственного и политического деятеля, доктора исторических наук Алана Чочиева. Церемония прощания с одним из основателей государственности пройдет на Театральной площади в пятницу в 12 часов. Также было принято решение наградить Алана Чочиева высшей государственной наградой Уатсамунга посмертно, установить его бюст у входа в здание парламента и переименовать одну из улиц города в его честь. Мероприятия направлены на, я хочу это особенно подчеркнуть, на то, чтобы сегодняшние поколения, особенно будущие поколения, знали свою современную историю, знали, с чего начиналась республика, знали, кто ее начинал. И знаем, что были разные периоды в его жизни, от обожания до ненависти и так далее, от несправедливых гонений. И сегодня мы говорим о реабилитации Алана Чочиева. И вообще я хочу подчеркнуть, что вот само создание государственной комиссии и вот торжественная церемония прощания с Аланом Чочиевым – это более чем четкая, логичная и понятная политическая реабилитация Алана Чочиева. Это очень важный момент, который нужен не Алану и не его родственникам. Это тот момент, который нужен нам самим, нашему народу, нашему государству. Голос героя, высоко поднявшего осетинский флаг, навсегда останется в памяти его родных, близких и друзей. 27 марта штурмовая группа сержанта Родиона Хугаева попала в засаду в городе Мариуполь. Ценой своей жизни он спас своих однополчан. Ранее в боях Радик неоднократно проявлял истинные качества бойца, не раз выручал товарищей с первых дней начала спецоперации на Украине. Так было и в этот раз. Гордо развеяв осетинский триколор, принял бой один и прикрыл своих. Светлая память о Радике навсегда останется в сердцах, кто его знал, и в песне, которую ему посвятил друг. Улыбка редко сходила с его лица. Отзывчивый, светлый, искренний. Он забывал о себе, когда кому-то требовалась помощь. Он погиб как герой, но еще при жизни успел стать легендой. Про таких, как Родион, говорят, что и один в поле воин. И он доказал это не раз, спасая жизни десятков людей своим захватывающим дух бесстрашием и не знавший границ смелостью. Когда экипаж попал в засаду, Хугаев, не растерявшись в сложной ситуации, взял командование на себя. Благодаря его профессиональным и слаженным действиям отделению удалось прорвать окружение и организовать эвакуацию раненых. В Цхинвале каждый день молились за Родиона, ждали от него вестей. Нормально, Зарда, нормально. В официальных сводках Минобороны много информации о том, как Хугаев с первых дней начала спецоперации сражался против украинского фашизма. На западной окраине Мариуполя разведывательный дозор под командованием сержанта Хугаева обнаружил засаду и полностью уничтожил противника. В конце марта в том же городе штурмовой группе и снова под командованием Хугаева удалось спасти 15 мирных жителей и 5 раненых сослуживцев, эвакуировав их в безопасное место. «Я знал его с детства», рассказывает Лали. Радик всегда был смелым и дерзким, горой стоял за своих. Rodík udgosajda rodís kod jabachem bolofta, ma kod patriota rodís, ma rodís nevschasta alaqattak badar, ma umdar ravdusta. Даже я командующий мадар конхаскут туйдамди уникальный воин домди, сухзатта дом стамтаста. На него там все равнялись. Я командующий кахаттар рвеста шамай с обращения ироттам Родикан шамироттуй, герои России шамироттуй. Most ekkeder lorha muskabol.
А еще группе Хугаева во время очередного жестокого боестолкновения удалось взять в плен 2 националистов, носителей очень важной информации, и уничтожить бронетехнику противника. День за днем наши зачищали квартал за кварталом, и каждый раз Хугаев блестяще справлялся с поставленными перед ним боевыми задачами. Талантливый человек, талантлив во всем. В мирной жизни Хугаев был профессиональным танцором. Как-то он то ли шутя, то ли всерьез попросил своего друга Альберта посвятить ему песню. Kötlerim välttäydestään viikovka kutto breakdansei gruppa Arsenadis. Ste sahadak darmo gruppa sorostui street band on mesni nahi treba glaputima gruppa sorostui. Ma kofadestar sa kollektiv tanc to zorgakut. Ma udgoskodi ima postono dožime na zorage midjak daris už nahasi zorag modom lefes. Ma in u min bolu ma فلازم شدل نفسون زن این اوی مين بالدا جاخلب ودا قويساق فيدور لب ودا فلازم وش كتل نفسون ما قلقوغا نفترادي ما يودغو سيم نبون تستي نفسن زورق يعني خاصنا ترزان شمي سخست كوني خيل نفستون زورق برقا ودغو سيل نفستين فلا افترادي ما جزورق در ريس وش قلش در نو كدن بلتا ودستام كدادي موغاديس كد فيدور موغاديس ما كد زنو ناومي كد معنا نفتا يفوق صدا مندر ما ينبلتندر 27 марта штурмовая группа Хугаева попала в засаду в городе Мариуполь. Оказав первую медицинскую помощь своим раненым бойцам, Радик дал команду на отступление. Сам же достал из-под бронежилета остинский флаг, который всегда бережно хранил у самого сердца и принял неравный бой. В песне последние голосовые сообщения Радика. Голос героя, высоко поднявшего осетинский флаг. Обратно либо в гробу, либо, скорее всего, в гробу. Ну, короче, разберемся. В общем, джабах мамнут нигерта. Зарина Кочева, Ринат Медоев. Информационный выпуск сегодня. К другим темам. Журналисты гостелерадиокомпании ИР принимают участие в форуме молодых журналистов в Санкт-Петербурге. Форум «Диалог культур» – крупнейшая российская площадка, где представители СМИ обмениваются опытом. Для участников проводятся мастер-классы и проходят встречи с признанными профессионалами. По традиции молодые специалисты рассказывают о культуре своих государств. Наши коллеги представили авторскую программу Владимира Габаева и Азамата Кудзева «Путешествие по родному краю». Репортаж Яны Плиевой. Ежегодный медиафорум молодых журналистов «Диалог культур» проходит в Санкт-Петербурге. Он открылся 24 октября в Государственном Эрмитаже и завершится 28 октября. Мероприятие объединило более 300 участников из разных стран, в их числе югостинские журналисты. Лекции, мастер-классы, практические конференции. У нас насыщенная культурная программа. Каждый день мы общаемся с интересными спикерами, передают из северной столицы журналисты нашего телеканала. Это очень важно, и побольше проводилось таких форумов, и я благодарен в первую очередь всему организационному коллективу, которые трудились и все это. Форум направлен на поддержание сотрудничества и развитие диалога между культурами разных народов. Молодые специалисты обменялись профессиональным опытом, обсудили место журналистики в эпоху глобализации, рассказали об особенностях и традициях своей страны. Участникам форума показали авторскую программу Владимира Габаева и Азамата Кудзева «Путешествие по родному краю». Наша главная река, главная артерия Южной Осетии, река Яха. Протяженность реки Яха 116 километров. Форум «Диалог культур» стал крупнейшей российской площадкой для встречи молодых авторов, редакторов, фотографов, корреспондентов и операторов телекомпаний, режиссеров и блогеров. Яна Плиева, Зарима Арсоева. Информационный выпуск сегодня. Молодые люди из Южной Осетии принимают участие в международном форуме «Вместе создавая будущее». Мероприятие проходит в Республике Абхазия и продлится 5 дней. В нем также принимают участие представители Турции, Иордании, ДНР, Карачаево-Черкесии. По словам участников, программа форума насыщенная. Обсуждаются такие актуальные направления, как медиа, волонтерство и командообразование, молодежные советы и самоуправление.
Международный молодежный форум «Вместе создавая будущее» проходит в Абхазии, в городе Ачамчира. Приехали мы сюда 21 октября, форум длится по 26. Он включает в себя направления такие, как медиа, волонтерство, молодежные советы и самоуправление. Наша делегация состоит из 5 человек. Мы активно участвуем в командном проектировании, естественно, посещаем лекции. Цель нашей поездки – приобрести компетенции в обозначенных направлениях, чтобы все знания, навыки, приобретенные на этом форуме, мы уже использовали в Южной Осетии при организации наших форумов. Это очень помогает, и я благодарна, что у нас есть возможность узнавать что-то новое и потом уже на практике применять эти знания. И рада такой возможности получать знания, которые разнообразят жизнь. Они делают ее интересней. В Царском районе урожай картофеля в этом году по сравнению с прошлым снизился, отмечают некоторые труженики села. По словам фермера Аслана Кортьева, причина в обильных осадках, выпавших в конце весны. Сбор урожая этого года он планирует реализовать на местном рынке. Тему продолжит Анжела Кукоева. В этом году мы собрали в основном мелкий картофель, рассказывает фермер Аслан Кортьев из села Стерфас Заусского района. Причины плохого урожая – проливные дожди в конце весны, в тот период, когда в горных местностях сажают картофель, и сильная засуха летом. С местом посадки будущего урожая Кортьев определился еще 3 года назад. Тогда и посадил семенной картофель на площади в 1 гектар. Первый урожай его порадовал, и по сей день он выращивает экологически чистый продукт. Урожай полностью собран. Сейчас картофель сортируется по мешкам. Вывозить за пределы республики сельхозпродукцию он не собирается. Все будет реализовано здесь. В прошлом году районный отдел сельского хозяйства посадил картофель на больших площадях. Но в этом году из-за проблем с финансированием выращивания картофеля в таких масштабах приостановлено. Министерство сельского хозяйства Магаска, орендатурта, фермерта, систуй, 70-80 тонн картофеля. Сбор урожая картофеля в высокогорных селах Кударского ущелья начнется в этом месяце. Анжела Кукоева, Арсен Гасев, Эльза Тедеева. Информационный выпуск сегодня. История одного похищения. Спектакль, представленный накануне югостинским театралом, артистами Ульяновского государственного театра юного зрителя. Труппа театра находится в республике с гастрольным туром. Впереди еще 3 показа. Судя по бурным овациям зрителей, постановка имела успех. Впечатлениями делится Зарина Кочьева. В Цхинвале с аншлагом прошел премьерный показ спектакля «История одного похищения» по мотивам рассказа о Генри «Вождь краснокожих». Его югостинскому зрителю представили артисты Ульяновского государственного театра юного зрителя. Сюжет полон юмора, приключений, изобретательных каверз и увлекательных поворотов. Спектакль для семейного просмотра. Дети знакомятся с творчеством блистательного писателя, взрослым же не лишне пересмотреть свои взгляды на проблемы воспитания. Постановка произвела незабываемые впечатления на театралов. Артистов провожали бурными овациями. Сколько вам заплатил папаша за то, что вы заберете меня? Заплатил за то, что вы... Ну, заберете и проведете со мной каникулы. Да что ты, Джонни, мальчик мой! Да мы с твоим папашей мы стали знакомы! Министр культуры Южной Осетии выразила надежду, что гастроли Ульяновского театра станут основой для будущего взаимного культурного сотрудничества. Я хотела бы выразить благодарность министру искусства и культурной политики Ульяновской области
Сидоровой Евгении Евгеньевне за готовность к сотрудничеству. Министр искусства и культурной политики Ульяновской области в свою очередь отметила, что они будут рады принять и познакомить ульяновских зрителей с осетинской культурой. В рамках национального проекта «Культура», объявленного президентом Российской Федерации, мы в 2023 году завершим реконструкцию здания Ульяновского областного театра юного зрителя «Небольшой». И где-то примерно месяцев через 11 будем открывать наш театр вторым международным фестивалем «Вместе». На этот фестиваль, конечно, мы приглашаем ваш театр. Ульяновский государственный театр юного зрителя представит на сцене Госдрамтеатра 4 спектакля. Зарина Кочиева, Заур Устаев. Информационный выпуск сегодня. Ягостинские борцы завоевали 3 медали на открытом турнире в Моздоке. В весовой категории до 36 килограммов на вторую ступень пьедестала поднялся Аслан Багаев. По дороге в финал он одержал 3 победы. В весе до 47 килограммов бронзовая награда досталась Арсену Пухаеву. Еще одну бронзовую медаль выиграл Ацамаз Багаев. Он выступал в весовой категории до 26 килограммов. Подготовили спортсменов тренеры Петр Кисаев и Вадим Багаев. Особо хочу отметить Ацамаза Багаева, который был самым юным участником соревнований. Из 5 проведенных встреч он вышел победителем в 4, сообщил Петр Кисаев. Ну а далее узнаем, какая погода нас ожидает. В республике пасмурно, небольшой дождь. В Знаурском районе днем плюс 13, ночью плюс 8. В Цавском районе днем 14 градусов тепла, ночью плюс 9. В городе Квайса днем плюс 11, ночью плюс 7. В Ленингорском районе днем плюс 15, ночью плюс 9. В столице республики в Цхинвале днем плюс 15, ночью 9 градусов тепла. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джуева. Желаю вам всего доброго и до свидания.